Вот. Ну, позаниматься с утра нужно. Нужно позаниматься, пойти. Потому что так надо. Сейчас зайду, посмотрю там. Сегодня, наверное, трудятся, может, я не знаю. Да, видел, конечно. Красиво там сделали поле. Там такую поставили автоматическую, да. Автоматический, автоматический орошатель, или как он называется. Я видел такое, я видел, они срабатывают на солнце. То есть, когда пасмурно, они поливают газончик. Вот. А когда идет жаркая погода, жаркая, то там стоят датчики такие, то есть как система, ну типа как система умный дом. Да, очень, конечно, интересное такое решение. Вот, поэтому оно, когда солнца нет, то поливает газон, а когда солнце есть, то не поливает. Вот так вот. Не, я давно такое видел уже, было. Просто кто-то, наверное, догадался все-таки сделать, вот, ну, чтобы было так красиво, конечно, да, вот. Ой, я вижу, просматривает, поклонник смотрит, понятно. Ну, короче, если что, лайкосики ставь, я не знаю, как там слышно вообще. Я с утра пришел позаниматься, вот, позанимаюсь, погода хорошая, поле. Ну, короче, вот поле вот такое. Вот смотрите, сейчас вот тепло, да, потеплело, да, но все равно, ну, и стало пасмурно. А было солнце, получается, и прохладный ветер. А сейчас пасмурно, но тепло. Ну, вот так вот, короче, такие вот условия погодные. Вот. Все чисто вообще, аккуратно вообще, вот, как говорят. Не видел. Вот такое вот покрытие резиновое. Но резиновое покрытие, оно не для того, чтобы там рестлингом занимались, потому что такое резиновое покрытие это слишком жестко. Жесткий вид спорта. Да, потому что я видел уже, есть уже появляется в России там, как это, поклонники этого вида спорта. Вот. И там у них, ну, совсем другое. Не такое жесткое покрытие. Конечно, там эти профессионалы, они доходят до того, что им все равно на каком покрытии заниматься. Но это очень травмоопасно, поэтому, да, смотрите, тоже нужно аккуратненько. А я сейчас вот покручу сейчас. Вот видите, педали. Вот. Так, тут написано 18 плюс. Нет, я же говорил, что я просто говорю, что для взрослых 14, но изменили 18. Написали кто-то. Да. Короче, такой вот контентик. Не, сейчас погода тепло. Сейчас как это, воздух чувствуется, что тепло, теплый воздух идет. Значит, будет в мае немножко потеплее, конечно, да. Короче, вот такой вот, друзья, контент. Я смотрю 4
4 подписчика смотрят. Я вижу, там делают какой-то, да, дизайнерскую работу такую. Интересно, конечно. Ну да, умеют делать. Я смотрю, да. С какого, я не знаю, материала делается, конечно. Ну, у кого есть такие возможности, чтобы сделать такой материал, конечно же, чтобы сделать дизайнерский какой-то проект такой красивый. Да, конечно, это надо уметь. Я делал такие пару проектов делал. Тоже нужно очень физически мощным быть и выносливым. Да, если нужен темп и быстро сделать, то да. А если темп так себе умеренный, то тогда это значит хорошим работодателем, да, попали. Потому что многие, им нужна скорость побыстрее. Вот. Это вот такой вот, друзья, контент сегодня. Пришел опять позаниматься. Сейчас сделаю группа упражнений на группу мышц. На ноги сделаю. Вот. Потом сделаю на спину. На спину. Вот. Покручу велик. Вот, растяну две группы мышц сегодня сделаю. Вот. А завтра буду делать тоже разомну ноги. Потом сделаю на грудак сделаю, грудь, руки сделаю и мышцы разомну. Ну вот так вот, короче. Вот. А я видел, короче, там было такое видео, да, что типа кто ездит в отпуск, то это считается уровень достатка. Ну, то есть, значит, хорошо зарабатывают. Ну, вы знаете, некоторые ездят в отпуск и там зарабатывают тоже. Ну, то есть время просто так не проходит. Ну, с пользой, короче, вот так вот тоже есть такое. Конечно, это нужно быть физически очень, да, очень выносливым. И в моральном, и физическом, и психологическом плане. Вот так вот. Да. Потому что есть люди по-разному, у них мыслят. Они думают, если едут в отпуск, то в отпуске можно заработать дополнительно. И если у них это получается, то, конечно, это очень хороший отпуск. Естественно, получается, он поехал, например, кто-то в отпуск, потратив деньги на поездку и деньги обратно вернул, то это, конечно же, высший пилотаж называется, да, другими словами. Вот. Ну, есть же, которые хватает средств, поэтому они как бы и не задумываются, потому что они знают, что ну, у них получится заработать. Кому-то легко дается, кому-то не очень легко дается. Вот такой контент. Сейчас пасмурно, правда. Да я шел там, видел вот это орошайка, получается. Ее наживают другими. Вот, она, получается, водой поливает вокруг, когда пасмурно. А когда солнце светит, у нее стоит такой механизм очень интересный. Это э, ноу-хау получается. Я такое заметил, конечно, очень сильно удивился. Очень сильно удивился. Почему? Потому что я находился рядом с такой вот штуковиной как-то. Ну, с таким приспособлением умным.
Вот. Я сидел, смотрю, солнце зашло, вот, и стало пасмурно. Ну как, ну не пасмурно, солнце было, но дождя нет. И у них срабатывает, как это такая, поливать воду, короче. Она поливает воду, вот, когда кто-то не может успеть полить воду. Ну вот так вот, короче, это удобно кому-то, да. Удобная такая система орошения, да. Ну, у меня в этом поверхностные знания. Если бы я постоянно занимался таким, то я бы знал точно бы, то есть как оно работает и что. Ну, люди знающие, они точно знают это как делать. Да. Просто, видите, никому как бы не хочется рассказывать, как оно делает, потому что, ну, думает, нудно, все равно человек особо не поймет, вот как оно делается, поэтому думают не тратить зря время, лучше сами сделают, чтобы, вот, ну, чтобы не тратить время, вот, ну, чтобы кому-то там объяснять, разъяснять, вот. Я стараюсь на это время не тратить, но я смотрю очень много контента, связанного с обучением. Может, кто-то не знает, как сделать что-то, например, в соцсетях или еще что-либо. Ну вот в соцсетях, например, там очень много курсов по обучению, чтобы завести свою страничку, например, там ВКонтакте. Ну, это считайте, как, может быть, как личный там контент, вот, а потом даже делают книги, пишут, да, я видел, там девушки есть, блогеры, у них очень большая аудитория, там по 100, по 200 тысяч человек, и они книги даже делают, создают, пишут потом, издают эти книги успешно, вот, да. Вот такой вот контент. Курсы, обучение. Не, ну курсы там, они там платные, не платные, там вы можете заплатить, он вам не поможет, этот курс. А они создают, как пишут на самом деле истории, вот книги различные, там сериал, там, например, к сериалу там какую-то книгу или еще что-то. И правильно дизайнерски оформляют по всем там требующимся правилам и нормам вот этим вот, которые, ну, то есть, чтобы страничка подходила там в приложении по размеру там, чтобы было граффити, видео там нарисованная, картинка такая-то, в таком-то приложении сделана. Но там же все идет как? Если вы делаете в том приложении, то именно в том приложении там эта функция в основном в 80-90% случаев будет платная. То есть они хотят, чтобы вы заплатили, и поэтому вы сделаете вот эту книгу, и она потом издастся. Вот так вот. Вот. Но очень немного там, одно-два приложения всего существует во всем интернете, два-три может, которые дают функцию бесплатно это сделать. Вот. Но для того, чтобы знать это надо очень-очень много просмотреть курсов, вот, просмотреть видео. В каждом видео там функция такая есть, удержание аудитории. Вот, удержание аудитории это что означает? Вы смотрите видео, говорят, что ссылочка и информация по сайту, ресурсу, как это делалось и что будет в конце видео. Вы просматриваете, а там нет, понимаете, этого вот ссылки или может забыли добавить. Но я думаю, может быть эта ссылка вообще она просто автоматически исчезла из видеоролика. Ну, никому это интересно, он, конечно же, посмотрит еще и 20, и 30, и 40, и 50 видеороликов. И в конце концов он, конечно же, найдет эту вот информацию интересующую, да. Но вот так просто она не появляется, эта инфа. Она может появляться, вот это вот то, что не тратится времени слишком много на это. Это только у блогеров, у которых там большое количество подписчиков, большая аудитория.
И соцсети заинтересованы в этом, потому что у них идет и платный контент тоже. А в других регионах они просто зарабатывают на этом контенте. Там стоят функции платных просмотров, да. И подписки тоже платные в каких-то регионах. Если людям интересно, они, конечно же, смотрят. Вот. Да, есть такое, да. Соревнования смотрят тоже, например, платные. Там есть же различные авторитетные вот эти вот спортивные медиаресурсы. Вот, у них платные просмотры для того, чтобы посмотреть в прямом эфире, там, например, какое-то соревнование. Если кому-то интересно, то, конечно же, он посмотрит сразу же, не потом, когда оно выйдет в медиа. Вот, когда многим вот этим вот медиаресурсам дают, как это, документ или разрешение, либо лицензию на право трансляции такого состязания там спортивного, например, или еще что-либо, либо кино. Вот. И поэтому я вот брал контент у этих официальных ресурсов, взял много, там около 100, наверное, видео. Вот. Потому что я посмотрел, вы хотите стать популярным, вот, сделайте вот так. Я видел ролик обучения. Вы берете контент, потом его изменяете, видоизменяете и делаете новый контент. Я делал, а мне потом пришло очень много страйков, блокировок контента на другом канале. Вот. Ну, я просто потом объяснил просто, и все. Я потратил время, чтобы объяснить на каждый видеоролик, который я выпустил, защищенный авторским правом, официальных там медиа, вот этих вот, которые выпускают музыку для тренировок, там, для повседневной жизни, для релакс, там, вот, ну, такая вот музыка спокойная, там, джаз, там, или еще что-то, музыка, звуки природы, там, вот, оно все защищено авторским правом. А я создал видео, получается, с этим контентом. Мне пришли страйки, заявление об авторских правах, ну, арбитраж, то есть, ну, это разбирательство автоматическое. Вот. И в течение недели где-то примерно у меня ушло, чтобы не потерять канал, вот этот вот, чтобы меня не заблокировали его окончательно. Я на каждое вот этот видео, которое выпускал, The Best Motive, лучшие мотивы называется, вот, переводится. Мотивационный такой, с музыкальным видео. Вот, и с картинкой такой видео тоже красивое, там природа, там вот э, музыка играет такая различного контента. И вот мне каждый вот этот вот ресурс пришлось потом отписку делать, писать о том, что я не крал. Там есть такая функция, если кто не знает, если вы значительно видоизменили и что-то новое туда внесли, то страйк снимается. Но еще там есть такая функция, он-то снимается. Но просмотры идут автору. Ну, то есть этому вот ресурсу. Вам не идут, короче, эти просмотры, ничего не засчитывается. А идет вот тому вот медиаресурсу, вот, который создает этот контент для тренировок, там, с музыкальными треками. Вот, ему идут и просмотры, вот, и все эти просмотры засчитываются, там, да. А потом я узнавал, я спрашивал, у меня он забанен этот канал или что там, практически он не развивается. Нет, говорят, работает канал, все. А потом там пришла такая функция, что вы должны это написать в этот момент. И если медиаресурс не ответит, то ему просмотры не будут идти. Вот, они будут вам идти, понимаете, если он в течение там трое суток или недели, по-моему, не опровержет вот это, что вы значительно видоизменили этот медиаконтент, музыкальные ролики, мотивационные различные, то вам не придет страйк и будут идти просмотры, да. Вот, и у меня там очень многие медиаресурсы, они написали, что сообщение пришло, ну, он разрешил использовать его контент, что им это стало интересно, вот, и не только, и другим тоже там медиаресурсам, там, вот, различным музыкальным, поэтому
Если вы вовремя просто скажете, что если кто-то занимается этим и знает, как создавать контент, чтобы вам не пришел бан или страйк, либо не сказали, что вы его там где-то украли, там, воспользовались созданным каким-то интеллектуальной собственностью другого канала там, или еще что-то. А если вы знаете, как написать, что вы значительно видоизменили этот контент, добавили свое новое, дизайнерские там всякие лайфхаки. И в этом случае вы можете этот видеоконтент у себя на канале просто-напросто, без всяких нарушений, он будет функционировать, даже если кому-то там не нравится из команды, которая создает этот видеоконтент. Потому что сообщества различные, у них есть такая вот функция, но это, конечно, требуется время. А время это самый дорогой ресурс. Вот. Ну, такое вот сегодня видео. Вот, но это, конечно же, требуется времени. И они, если даже вот, ну, не посмотрели, вдруг не увидели, то и просмотры будут вам идти, и подписчики, и видео будет просмотрено. Для того, чтобы это знать на некоторых социальных сетях. Вот, например, если российские социальные сети и кто-то русскоязычная аудитория и знают русский язык, хорошо, даже иностранные, если знают русский язык, им просто, да и там тоже так, посмотреть, перевести, узнать. Вот. А если иностранное, то я переводил не с автоматической функцией перевода, а сам. Сидел чуть ли не с словарем и переводил вот эти вот, как оно называется, правила использования, правила нарушения авторских прав, там вот, лицензия, свободная лицензия на использование медиа, защищенная авторским правом на использование медиа. Что за это может быть? А за это может быть очень, да, могут прийти, они могут обратиться в суд. Эта ситуация может быть на таком уровне международном. Вот. И если там есть люди, которые начинают там агрессивно писать, говорит, да пошел ты там, тра-ля-ля, там, зачем оно нам надо, ты там то, сё, то, конечно же, на них отреагируют, и им даже могут быть применены, запретить вообще, запретить не только этому человеку, а всему региону вообще что-либо делать. Да, есть такое. Вот, например, ну, это получается типа как санкции, что типа такой контент нельзя выкладывать, там оскорбляете, там агрессивный контент, там бояться что-то или не бояться. Я вам говорю, это, да, это такая вот тема такая, да, их надо знать, вот эти вот все нюансы, короче, вот. И если вы будете знать, если вы видоизменили его, вот, добавили что-то новое, например, через приложение Canva, называется Canva. Вот, это дизайнерский сайт. У меня там есть несколько достижений создании от 10 до 20 уникальных дизайнов, несуществующих вообще. Я их сам делал вручную, через приложение. Вот как в фотошопе вы создаете, вот так вот. Да, и у меня на сайте есть эти достижения тоже. Вот, я считаю, что в этой сфере это достижение, потому что кто-то делает по шаблону, по стандартному, уже разработанному, которого, ну, то есть, и требуют так делать, ну, потому что везде принято там то да сё. А если кто-то новое сделал, создал, смотрят, изучают длительное время, ну, красиво, некрасиво, и получают